Добрый вечер. Витаю вас, друзья. Добрый вечер. Сегодня стрим у нас мы проведем на русском языке. У меня гость Аят Идигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аят Идигов. Аят, спасибо, что согласился принять участие. Я буду по нашим обычаям с тобой говорить на «ты», хоть ты старше меня. Поэтому наши нечеченские зрители должны понять, что у нас нет обращения на «вы», поэтому буду обращаться к тебе на «вы», Аят. Еще раз тебя приветствую. Баркал, Аслан, мы здесь в президиуме ни от кого не закрыты никогда. Мы общаемся со всеми, кто нас приглашает. Ну и за исключением тех, которые себя вот выставляют там какой-то не той роли, которой они являются, и на это основании, когда они грубят. Вот с ними не хочется допускаться до их, так сказать, уровня, и поэтому с ними, если нормально разговаривать, хоть с кем мы готовы разговаривать. Барков, что пригласили, я готов отвечать на ваши вопросы, участвовать с вами в этом стриме. Барков. Баркал, Аят. Я уже пару дней назад предложил своим зрителям задать кое-какие вопросы. Мне говорили, мне предлагали пригласить тебя, чтобы пообщаться, так как ты и вот ваш президиум являются единственной легитимной властью, которая сохранилась у нас в связи, несмотря на всю вот эту тяжелейшую геноцидную ситуацию, которая сложилась. Есть много моментов и нюансов, личностей, которые пытаются узурпировать власть и как бы играть на той сложной обстановке, которая сложилась, и человек сложилась, которая у нас в нашем сообществе, и человек, который также независим и никак не связан с фашистской Россией, теперь я понимаю, что какое давление и какой пресс оказывается на вас. И наш канал, вот этот, на котором сейчас мы с тобой вещаем, он запрещен на территории фашистской России. У других каналы не запрещаются. Я знаю, у тебя и сайты закрывались, и запрещались по решению Роскомпозора, российского суда, вещать на территории фашистской России. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю, Аят. И теперь сегодняшний стрим, который мои подписчики, мои единомышленники задали мне некоторые вопросы. И есть и хорошие товарищи, которым на самом деле интересно, которые болеют душой, переживают за наше общее дело. А есть люди, которые никогда раньше не светились на моем канале, но теперь начали выползать, как в этом фильме «Ви». Помнишь, когда появлялись из разных щелей разные товарищи. Но я имею в виду и в хорошем смысле тоже. Я бы хотел начать свои вопросы со своего вопроса, который у меня возник. И потом я потихонечку Хорошо. буду переходить к вопросам, которые были и задавались нашими зрителями. Вот та ситуация, которая сложилась, ты тоже знаешь, мы с тобой много общались на разные темы, и тоже появились очень много разных людей, которые пытаются не то чтобы даже узурпировать власть, не каждому это дано даже попробовать это сделать, ну, по крайней мере, запутать. Почему так получается, что вот люди, которые фактически сошли с пути независимости, и эти люди, разные люди, не только вот самые известные, которые засветились очень ярко, а вообще и другие люди, почему вот в этой стадии находится наше дело, что вот эти люди
не имея никакой личной выгоды, ну, может, какая-то выгода имеется, пытаются вот навредить этому пути. Какая цель этих людей? С чем это связано? И вот в какой стадии находится наш президиум правительства? Вот какую работу проводите? И в каком вот в какой стадии находитесь? Вот сформулирую так этот вопрос. Барков, но если говорить о президиуме, я скажу, что здесь надо сказать, что такое президиум. Хотя я много раз говорил, может быть, вот наши слушатели тебя на канале не знают. Я скажу, что это есть тот орган власти, временный орган власти, фактически это рабочий орган нашей общей власти. У нас в стране в соответствии с Конституцией 3 ветви власти, и предание, и органы местного самоуправления. И вот когда в ходе вот этой войны, вот этого всего, что произошло в каждой органе власти, там, президиуме, я не говорю, а в парламенте, в кабинете министров, в судебной власти и на местах, когда органы местного самоуправления уже не могли действовать. То есть фактически как бы получалось, что наша страна оказывалась без всякой власти, и то, что как раз добивается после оккупации нашей страны Кремль. Поэтому, имея полномочия от нашего народа, избранные люди, которые были избраны на последних выборах в Чечне тогда, они эти полномочия не теряют. Это в соответствии с международным правом, это в соответствии и с законом, который есть специально принятый в 1994 году. Все те люди, которые были избраны властью, нашей властью народной в 1997 году, они сохраняют свои полномочия до изгнания оккупантов. И во время вот присутствия оккупанта на нашей территории мы не можем проводить ни выборы, ни там, значит, какие-то проводить мероприятия, которые бы вот принимали и говорили, что это дело легитимно. То есть оккупационная власть есть оккупационная власть. Поэтому наш президиум состоит из тех людей, которые имеют такие полномочия. Но есть одна оговорка очень важная. Это люди, которые не предали нашу страну, которые не предали декларацию общенационального съезда чеченского народа, которая была принята нашим народом 25 ноября 1990 года, где было заявлено о воссоздании нашего государства. Это был фактически референдум наш, традиционный референдум для нашего народа. После этого были и другие события. Но вот сейчас с нами находятся только те люди, которые являются поборниками, борцами за деоккупацию нашей страны. Эти люди, которые вот сейчас находятся в этой ситуации, у них очень тяжелое положение, в отличие от тех, которые смело могут, от которых вы видите много, которые смело могут говорить, выступать, ездить. Вот многие наши члены президиума не могут с нами общаться, открыто говорить, потому что они опасаются, что их в любой момент могут там, значит, в Чечне родственников и других, как бы, кажется, придавить, унизить, прийти к нему домой, сжечь там или дом. Ну, это процедура, которую проводит империя всегда во всех странах. Она проводила и в прежние века, и сейчас. И поэтому мы вынуждены в этом плане как-то защищаться, и многие не могут говорить. Президиум – это легитимная власть, которая избрана нашим народом в 1997 году на последних выборах. Все остальные
органы власти, или общественные организации, или другие лица, которые выдают себя за, скажем, за власть чеченского народа, это люди, которые хотят под любым соусом там сесть на голову нашего народа, потом управлять им, если они насильно хотят прийти. Соответственно, нашей Конституции никто не имеет права это делать, и власть избирает только наш народ. Если у нас такая власть избрана, эту власть будет избирать и будет, значит, менять только народ. А сейчас наша задача состоит в том, чтобы на международной арене показать всем, что наша страна была законным образом создана, со всеми нормативами, которые есть в международном праве, и никаких отступлений у нас не было. Но Россия делает все для того, чтобы сбить нас с этого пути. Поэтому много людей, которые предали нас, много людей, которые обманулись и не понимают, что происходит. Поэтому и президиум был нами создан, когда в 2009 году мы до этого времени, до 2007 года мы работали все вместе здесь, хотя было очень много недостатков и тогда. И все же решали, что нужно продолжить работу. Но когда в 2009 году отдельные там лица объявили себя властью, в 2007 году незаконно, а потом начали еще с марионетками дружить и говорить, что они легитимные, то есть власть, которая насаждена Кремлем, легитимна, и мы легитимны. Вот с того момента мы все вот люди, которые я сказал, которые занимают такую твердую позицию, мы объединились и создали этот временный рабочий орган власти, президиум правительства, и он действует до сих пор. С тех пор мы принимаем много решений, мы, значит, проводим конференции, мы проводим разные рода шествия, мы принимаем активное участие во всей работе, разоблачаем тех, кто Москва, которая против нас вот утверждает, что мы незаконно, что это не то, не то, не то, не то, а мы это просто вскрываем, выкладываем, обоснованными документами, международными документами, принятыми документами нашей Конституции. А все те, которые мы можем назвать, вот многих из которых ты имеешь в виду, это люди, которые, вот, когда мы приехали сюда по этой задаче, которая была нам направлена, мы специально направлены сюда. Я вам скажу, что вот люди, которых я знаю, которые сами, они специально направлены сюда. Вот я направлен сюда решением парламента и решением президента еще до 2000 года, в 1999 году, в самом конце года. После этого сюда были направлены еще некоторые люди, там вот министр иностранных дел, ну и более, то после этого мало кто сюда появился по, значит, направлению для того, чтобы работать на Западе. Я не говорю сейчас за некоторых людей, всех называть не буду, но именно люди от нашего парламента и люди от исполнительной власти, кабинет министров, который я назвал, они являются теми людьми, которые имеют эти полномочия. Поэтому на этой основе был создан этот президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. И более того, он был создан потому, что в 2003 году, в декабре месяце, на заседании парламента в присутствии президента было принято решение о возложении именно на меня. Они, видимо, посчитали, что это будет правильно, возложить на Ахьята Дегова организации и ведение всей политической работы на Западе. Когда это решение вышло, то его не публиковали несколько месяцев, декабря месяц, декабрь, январь, февраль, почти 3 месяца не публиковали, но потом вынуждены были опубликовать, и против этого пошла вот такая, скажем, противодействие пошло. Потому что мы видели, что здесь происходит, и об этом можно много говорить, фактически можно сказать, с того момента, как я вот со своими товарищами появился здесь на Западе, мы обнаружили, что люди, о которых мы будем говорить, я могу называть их имена,
они фактически работали в пользу Кремля. Как это было? Может быть, они понимали этого делать, может быть, не понимали этого делать. От этого нам легче не будет, как медвежья услуга. Важно было только то, что те документы, которые они принимали, что их деятельность здесь на Западе была практически только на пользу Кремлю во вред нашего государства. Их документы всегда говорили о том, что нашего государства нет. Вот что было очень печально, и мы здесь боролись как могли. Я должен сказать, что мне приходилось выступать и говорить и в Организации Объединенных Наций, в Америке, и в Женеве. Мне приходилось выступать и бывать и в ПАСЕ, и в Европарламенте. Нет на Западе здесь ни одной, скажем, международной организации, стран почти, в большинстве странах я и мои товарищи бывали, и мы вели эту работу и ведем до сих пор. Вот что я могу сказать, как бы, значит, отвечая на твой вопрос, если этого достаточно. Да, Баркал очень исчерпывающий аят. Ну, эти детали и некоторые моменты нужно будет отдельно еще много обсуждать, потому что я уже вот и то, при том, что я очень много посвящаю этому времени, я вот только-только начал понимать вот всех вот все эти хитросплетения, которые вот в чеченском политикуме здесь на Западе происходят. Поэтому это нужно будет объяснять, и мы еще вернемся к этому. Вот тут разные вопросы возникают по поводу вот того, что президиум ведет работу. Ну, ясно, что родственники захватываются, ясно, что нам всячески препятствуют. Я это могу подтвердить и на своем канале, как я это сказал, мешают там всячески развиваться. Но все равно поступают от наших единомышленников, от наших сограждан, что вот недостаточно президиум и люди ведут эту работу. Планируется ли какая-нибудь там, ну, например, конгресс, встреча, съезд какой-нибудь, чтобы собрать все здоровые силы, которые не сошли с пути независимости чеченского, свободы и независимости чеченского народа. И вот в этом направлении ведется ли работа, и почему она ведется, ну, на взгляд наших людей недостаточно, чтобы вот она ведется. И какая помощь от нас нужна, Аят? Когда мне такое говорят, я говорю, а что ты делаешь лично для того, чтобы помочь? Вот в этом смысле скажи свое мнение, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Но если кто-то говорит, что это недостаточно, то пусть становится рядом с нами, давайте вместе работать. Давайте будем вместе, мы всегда открыты, я уже сказал, что мы недостаточно ведем работу, если вы скажете, да, то я вам скажу, что мы проводим очень большую работу. Посмотрите те документы, посмотрите те статьи, посмотрите те выводы, которые сделано президиум правительства, посмотрите, что вы сегодня, если кто читал и знает, посмотрите, что вы получили от деятельности президиума правительства, что этот президиум делает. Дело в том, что у президиума нет таких, скажем, возможностей, как у некоторых людей, которые сидят под крылышком у некоторых бизнесменов российского производства. Понимаете? Если бы у нас были хоть мизерные такие вот возможности, то мы, конечно, бы были более активны. Но я скажу, что мы проводили достаточно много конференций и в Страсбурге, и в Германии, и во Франции, и в других местах. Мы проводили много конференций, встречались, они есть в YouTube, мы там делали свои заключения. Мы бывали на многих международных конференциях, участием очень многих известных политических деятелей, действующих. Так? Мы встречались с самыми известными действующими президентами ПАСЕ, Европарламента, ООН в Женеве. Так что эта работа велась, просто вы, может быть, многие не знаете, мы публикуем свои вещи на наших сайтах, мы работаем и сегодня, и будем продолжать. Важно не то, что много или мало. Если у этих людей, которые есть вот деньги,
или который занимается этими делами под крылом, скажем, у Кремля, в чем я не сомневаюсь, то, конечно, можно говорить, вы недостаточно работаете. А я считаю, что мы работаем достаточно и даже очень много. И пусть кто-нибудь вот выйдет и скажет недостаточно. А как ты говоришь, а что же сделали вы? Вы просите, чтобы вам что-то сделали, допустим, кто-то. А что сделал ты для этого? Вот как надо ставить вопрос. И я говорю, что моя задача, вот мне кажется, не в том, чтобы здесь кого-то ругать, нет. Мы пытаемся найти выход из этого сложного положения, которое есть в нашем зарубежье и в нашем народе. Как его найти? Что для этого нужно сделать? Мы считаем, что народ, это наш народ есть, он находится, большая часть, подавляющее большинство находится на нашей территории, он находится под оккупацией. И я думаю, что мы должны здесь на Западе сделать все возможное для того, чтобы мы могли этот вопрос как-то вот решить в пользу своего народа и освободиться от имперских оков. Я помню, еще когда мне рассказывали мои родственники, отец, что когда наши люди были в Казахстане, я-то был очень маленький тогда, то они встречались и между собой говорили, как жаль, что нет человека, которого мы могли послать в Америку, или там Америк Пача, или послать Англии Пача. Если бы они это знали, то нас бы не выслали и столько не убили. По нашим данным, которые мы были вот в нашем архиве, выслано было около 1 миллиона человек наших людей в целом, и более половины они погибли. Они придумывают всякое, все, что они говорят, Россия что говорит, они хотят, конечно, преуменьшить свою вину и увеличить, скажем, вину нашу. На самом деле вот так вот было. И я скажу, что как бы то ни было, что бы то ни было, мы должны делать все для того, чтобы наш народ освободился из-под этих оков, особенно сейчас, когда его истинное лицо скрылось. Вначале думали, что они бьются против нас, что им надо помогать. Запад, там, Америка давали деньги миллиардами, миллионами, так? И говорили, давайте малой кровью их убейте, грубо говоря так, решите этот вопрос. На самом деле, действительно, нас убивали. Сегодня трудно поверить в то, что на нашей территории более 250 тысяч человек убито. Представляете, вот идет война в Украине, огромная такая, значит, махина, столько это, и всего там перечисляет не такая цифра, как у нас. Как у нас было? Я скажу, что я был председателем парламента, и в ходе военных действий я был первый заместитель Госкомитета обороны, и мы по итогам Первой войны подсчитали от людей, мы брали сколько, они давали сообщение, сколько людей у них погибло по всем местам. И мы примерно посчитали 125 тысяч. Это по итогам Первой войны. А вот Вторую войну, которая была еще более жестче, грубее, когда уже Россия начала воевать не против, как они говорили, боевиков, а говорили, что каждый чеченец есть боевик, и везде, где бы они находили на остановке автобусов, в поле, где-нибудь везде женщин, детей они расстреливали. Бросали разные игрушки, которые мы знаем. То есть мы примерно вот сравниваем, говорю, что 250. Но некоторые там говорят больше, но я примерно вот такой вот цифры придерживаюсь. Вот что происходит, и поэтому сейчас мы должны думать здесь назад, где, что мы должны, чего мы хотим. Вот здесь масса людей, скажем, 250 тысяч человек на Западе. Чего мы хотим, чего мы желаем? Остаться здесь на Западе или поехать домой, освободить свою родину, и там, значит, чтобы кто уедет, чтобы развивать наши традиции, нашу культуру, восстановить наши города и села. Что мы хотим? Вот об этом нам надо думать. Мы должны хотеть то решение выполнить, которое, значит, было принято нашим народом. Это декларация о государственном суверенитете, и это Конституция нашей страны.
Если этого мы не хотим, то какой мы народ или какие мы патриоты? Вот мы из этого исходим, и поэтому говорю, всякий тот, кто хочет нам помочь, не нам, а нашему делу, мы с ним готовы сотрудничать и готовы дать все, что от нас возможно. Но мы должны делать это совместно. Это наша общая задача всех чеченцев, которые находятся на Западе. Те, которые из себя изображают патриотами и хотим мы быть таковыми сякими, якобы. На самом деле мы мало кого видим, хотя я знаю, что многие люди не могут здесь открыто говорить. Вы знаете, их преследуют, убивают здесь, там всего-всего, значит, делать такое, что нужно прятаться пока. Пока это такая ситуация. Если ситуация изменится, то у нас наши ряды сразу пополнятся, я в этом не сомневаюсь. Так что вот такой ответ. Аят, и вопрос еще был в том, что собираетесь ли вы проводить президиум какой-нибудь съезд, конгресс, и вот в Да, этом... да, да, это я хотел сказать тоже это. Дело в том, что Первую войну и до войны мы, значит, решением было организовывали Конгресс чеченского народа. Был общенациональный конгресс чеченского народа, который принял главные решающие, значит, документы о создании нашего государства и Мгм. остальное. А потом в ходе самой, значит, жизни, каждый раз, там, полгода раз в мирное время, а во время войны по необходимости мы проводили Конгресс чеченского народа, и я как председатель парламента был ответственен за это, организовал эти конгрессы. Это они были в Чурюрте, Курчалове, Ойта, Мартанта, Рёшничу и в других местах мы организовывали эту работу. Мы ввели тогда работу, и радио специально было, называлось «Вести фронта». Наши люди, наших людей вычисляли и стреляли, убивали, и гибли. Вот такую работу мы тогда вели, и мы сейчас вот в президиуме специально сделали постановление о, значит, создании специального конгресса чеченского народа. Мы возобновляем эту работу и будем вот в ближайшее время объявим, когда мы проведем этот конгресс, на который могут приехать люди, наши патриоты, наши члены правительства, Мгм. люди, которые готовы работать, и где мы будем обсуждать, что же нам дальше делать, какова сегодня ситуация, как быть. Сегодня мы стали больше, как это, понимать, многие на Западе находятся, так что Конгресс чеченского народа будет возобновлен, решение нашего президиума, и мы, я надеюсь, этой осенью этот Конгресс проведем. Да, Мула. Это осенью, Да, да? ладно. А Да. пока точных дата нету, да? Пока вы еще не Мы определились? это, пока мы даже не будем вначале говорить, мы сейчас посмотрим, но я здесь об этом объявляю официально, что вот такая вот работа нами ведется, и этот конгресс будет проведен, и мы там свои все решения изложим, скажем нашему народу, что происходит у нас на родине, что в России, что в Украине, потому что это неразрывно связано, Мгм. что на Западе. Вот это мы все должны знать и решение принять, резолюции, обращения специальные. В этом направлении нам надо работать. Отлично. Хорошо, И вот сейчас я последний вопрос, и потом перейду к вопросам своих подписчиков. хорошо, хорошо, да. Очень такой интересный вопрос был. Нас в прошлом году, в октябре месяце, Верховная Рада признала нашу территорию оккупированной, и геноцид, да, что Россия совершила над нашим Осудила народом, геноцид. да, осудила геноцид. Вот по этому поводу я знаю, что именно та формулировка, которую писал именно президиум правительства, было в этом документе, именно в той формулировке, которую вы указывали, было принято именно Верховной Радой. Но здесь появились разные деятели, которые начали изображать, как будто это они сделали. Ты можешь вот по этому поводу сказать, вы какую работу проводили в этом направлении? Но об этом это наша общая задача. И хорошо, что многие говорят, что они это сделали.
Но я скажу о той роли, которую играл президиум. Мы с мая месяца прошлого года непосредственно контактировали с украинцами и вели эту работу. Не вели не только с украинцами, мы вели эту работу и с поляками, с польской страной. Мгм. Там во все их органы у нас президент, сенат, конгресс. Так, Мгм. это мы и в Литве, и это и в Эстонию. И мы еще планировали и в другие страны, но как-то вот все как-то не пошло до конца. Мы еще продолжаем сейчас. А украинцы этот наш призыв и наш именно вот этот проект, который мы послали им, да, Мгм. они его фактически приняли. Это вы можете посмотреть воззвание, которое мы сделали в международной общественности о признании нашего государства. Это оно опубликовано у нас на сайте. И это именно вот эта формулировка, о которой мы говорим, она там и у ними закреплена. И мы к этому рады. Рады, но правда, они одно слово изменили, одно слово, которое не играет особой роли. Но полностью эта вот формулировка вместе с украинцами нами выработана, была там рассмотрена и принята. Вот что Бар, могу сказать. Баркал, Дейресвар. А, Да. Я тогда потихонечку перейду к вопросам. Здесь сейчас новые вопросы поступают. А одновременно с этим хочу сказать, что наш в Ютубе наш канал снова DOS-атакам подвергается и зависает. Слава богу, картинка хоть и подвисает, но звук идет очень неплохо вроде бы. И у нас есть запись. Если что-то будет очень отвратительно и плохо там слышно и видно, то я потом отдельно в записи выложу весь наш с тобой разговор. И вот смотри, здесь вчера как раз мне был задан такой тоже хороший вопрос по поводу, какими отношения вы видите Грузии и Ичкерии. Аят. Президиум, вообще наша Ичкерия. С Грузией скажу вам, что когда наша страна, значит, наше государство образовывалось еще в составе СССР тогда, по всем нормативам международного права, мы создали свое государство, еще находясь на территории э, Советского Союза. Мгм. 27 октября 1991 года провели выборы, избрали все органы ветви власти, но все органы местного управления, ГЕРБ и остальное, Конституция, флаг, Конституции не было, флаг, и все остальное было принято. Мгм. И тогда мы, когда говорили, я помню, спрашивал у знающих тогда, почему мы это делаем? Ведь мы же хотим, собственно говоря, надеемся, что мы будем подписывать этот новый союзный договор, образование, так сказать, такого союзного государства, как там Евросоюз или другое. И помню тогда некоторые наши люди, в том числе Захар, говорил, то вы видите, как себя ведет сегодня Москва, Горбачев и, скажем, Ельцин и другие. Они те же имперцы, они могут в любой момент выкинуть другой номер. А если мы сейчас, когда так свободно мы можем выразить мнение своего народа, и он выражает это мнение, то надо принять все эти решения. Мгм. Приняв все эти решения настоящего государства, мы не могли выйти из состава СССР, потому что международное право не предполагает и предполагает значит, право народа на самоопределение всех народов, до 5000 народов в мире. Но там сказано, что международное право заявляет, там пункт есть такой отдельный, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт. То есть любая страна, в которую входит любой народ, если он будет выходить и заявлять о своем желании, то этому должен еще дать разрешение, ну, эта страна должна быть. Допустим, у нас это был Советский Союз, так? Мгм. Вот недавно вот Испания, там, Каталония пыталась выйти, дважды референдум проводила, но ее никто там, эту Каталонию не признал. И почему? Потому что по международному праву для этого должно было разрешение дать, скажем, должна была дать власть Испании. А в нашем случае, когда вот мы все, что я говорил, это сделали, в 91 году
эту Советский Союз развалили. То есть та власть, которая должна была дать нам разрешение, сама исчезла. Поэтому появились вот эти все страны новые. А в тому времени на территории Советского Союза уже было, когда в самом начале 35 союзных республик. Я об этом говорю, хотя это не имеет никакого значения, что автономные или союзные республики в принципе не имеют никакого значения для международного права. Потому что это была значит, традиция империи. Там, первый, второй, третий сорт. Международного права нет таких разграничений. Но все равно были, значит, даже в Советском Союзе автономные все республики получили статус союзных республик, и на территории Советского Союза стало 35 союзных республик, 3 из которых балтийские, Советский Союз признал независимыми государствами. Оставшиеся 35, то есть 32 республики, они, значит, получили после развала Советского Союза все полномочия, и их стало там, скажем, 32 республики, фактически, которые были. Они имели право решать свою судьбу, значит, провести референдум, избрать власть и все такое. Но ни одна из этих бывших ранее автономных республик не нашлась для того, чтобы вот этот вопрос тогда решить. Ни их лидеры, никто. И виноваты, конечно, были не они, но если бы им удалось бы, это было бы хорошо. И получилось так, что только Чеченская республика, которая таким образом создала свое государство, еще будучи в составе, скажем, СССР, она оказалась в числе тех государств, новых государств, которые создали и решили идти отдельным путем. Дело в том, что международное право предполагает создание нового государства, вот любой территории, которая исходит из любого государства, или создать федеративное государство другим государством, или войти в состав другого государства. То есть 3 момента. Из этих 3 моментов мы, Чеченская республика, уже будучи в составе России, и имели и референдум, вот этот общенациональный съезд чеченского народа, мы свое государство, как и те союзные, оставшиеся 12 союзных республик, мы заявили о своем государстве уже в международном правовом поле, не в составе М. Мы приняли Конституцию 12 марта 1992 года, суверенное, независимое, демократическое правовое государство. Мы такую приняли Конституцию. Вот, а оставшиеся вот эти вот другие республики автономные, которые были прежде, хотя это не имело никакого значения, там надо было за это бороться. Конечно, в этом деле, допустим, 16 автономных республик было, когда раньше у РСФСР, вот там Ельцин поднатужился, потому что он оставался тем же имперцем, и там еще сидели во главе этих республик, незаконно сидели эти бывшие коммунисты, руководители. Вот с ними подписал незаконно, скажем, так называемый федеративный договор Ельцин 31 марта 1992 года. Отмечу, а мы уже 12 марта 1992 года уже Конституцию приняли, и 13 марта Грузия признала наш суверенным государством. Это Грузия, член Организации Объединенных Наций. Вот что было, я к Грузии вот веду это. После этого, естественно, там многие говорят, что это было время, когда Гамсахурди был свергнут, но Гамсахурди был не то, что свергнут, шла борьба. Шла в Украине, это в Грузии шла борьба. И в это время Гамсахурди и Верховный Совет короткое время там были гостьми президента нашего. И они признали наше государство, и затем они вернулись в Грузию и продолжили свою борьбу, и там, значит, президент Гамсахурди погиб. Там разные версии, но он погиб в этой войне, которую вела против них Россия. Мы это знаем. Теперь после этого, уже когда власть там сменилась, и к власти пришел вот Саакашвили, президентом стал, в это время
власть Саакашвили, парламент Грузии принял значит, постановление, в котором сказано, что все решения, которые принимала власть Гамсахурди, Верховный Совет Грузии, имеют юридическую силу, имеют, значит, и поддерживаются нынешней властью, то есть и наша власть, и наше признание здесь как бы, значит, пролонгировалось. Вот такое отношение было с ними, но мы были там в Грузии, я был там, Алдадаев, и другие мы ездили, и хотели установить с ними отношения, чтобы там открыть свой офис, скажем, правительства или какой-нибудь там штаб свой. Но это было время такое, знаете, очень тяжелое, и Саакашвили там сдвигали, там шли большие, так сказать, напряженные ситуации. Мы намеревались это сделать тогда. Ну, вы знаете, этого Саакашвили сместили, и теперь там все же находятся люди, которые от той власти, они тоже продолжают, эта легитимная власть действует, потому что она из закона была свергнута. Мы с ними имеем отношения, с ними ведем переписку, мы с ними, значит, подписываем разные меморандумы. Вот недавно только вот подписали с ними. У них есть люди, которые являются продолжателем этой власти. Вот такие отношения мы строим. Уже 2 или 3 раза мы с ними эти меморандумы подписывали, так? И часто общаемся, даже по телевидению, в разных там конференциях участвуем. Мы продолжаем эту работу с легитимной властью. Отлично. Таха продолжает. Не перебил? Велерю Аят. Я закончил, да. Отлично, значит, в том же русле, в котором Джохар Дудаев и Гамсахурди начинали. Да. Продолжаем. Отлично, это очень хорошо. Поступают еще вопросы, Аят. Я пока буду иногда смотреть, которые сейчас поступают вопросы, чтобы и потом буду задавать те, которые... Хорошо. Которые задавали мне ранее. Так, сейчас я только потерял. Так, Аят, человек с ником ЧРИ задает вопрос. Аят, при каких обстоятельствах США может признать Чеченскую республику Ичкерия, и есть ли у ЧРИ шанс быть признанной США, и я добавлю от себя, и ООН независимым государством? И я считаю, он говорит, что самая главная наша цель, это чтобы США признала ЧРИ. Ну, здесь он прав в том смысле, что сегодня Соединенные Штаты – это очень влиятельное государство, и от его позиции зависят многие другие страны, если с их стороны будет какое-то добро в этом плане, да, то, конечно, это будет для нас легче пробивать. Но про какие условия? Условия мы должны здесь на Западе стоять на наших четких позициях, которые говорят о том, что вот такое было сделано, рассказывают, что было, снять этот гриф, который на нас навешивает Кремль, что мы террористы, бандиты и все такое. Все негативное, которое есть в каждом народе, и в нашем народе его меньше всего, его выставляет, как будто другого народа у нас нет и не было. На самом деле это неправда. Наш народ очень даже спокойный и тихий, но защищать свою страну он уходит со всей, так сказать, энергией. Это другой вопрос. И если Соединенные Штаты Америки поддержат нашу линию, то тогда это да. Я бывал в Америке, я уже говорил, и в ООН бывал, и в Вашингтоне, встречался там с некоторыми представителями власти. Помню, это было 2000 год, первый. И тогда, когда вот, я помню, говорил об этих вещах, еще мне там помогала, встречала Виктория Пупко, такая небезызвестная, активный помощник нашего народа. И там они говорили, что вот скоро Россия станет демократической, она будет такой хорошей страной, и тогда Америка будет вам помогать, чтобы восстановить. Я тогда говорил, что это навряд ли это может быть.
никогда Россия вот при такой системе власти и при таких людях и по той позиции, которую сегодня занимают, не может быть демократической. Они говорят, нет, нет, я думаю, что они слишком уверовали в то, что развал Советского Союза – это решение полностью вопроса империи, Советской империи. Но здесь вышла ошибка, и я так думаю. Но здесь, конечно, сыграли свою роль и экономические интересы разных движений, партий, которые хотят, знаете, быстрее да, не ввязаться в эту ситуацию. И когда они на нас напали, тоже хотели, чтобы это прекратилось, и чтобы снова это экономические свои отношения строить. Но это не закончилось. Это была целая экспансия, разработанная Кремлем для того, чтобы захватить назад все территории бывшего Советского Союза. Они к этому пошли. Они после того, как вот с нами вот столько было убийств, столько война, надо сказать, что они на нас 5 раз нападали. 5 раз. И 4 мы Россию то ли политическими, то ли другими действиями, а последний раз военным способом выдворили эту российскую армию, которая потерпела поражение на территории Чечни от чеченского народа. Это мы не забудем, это великая была наша победа, но так как весь остальной был мир против, из-за того, что мы не вели правильную политику, может быть, из-за того, что мы не были посвящены, компетентны, как себя вести, и потому что не было сил, которые могли бы нам еще дальше позволить работать против них. Никто нам не помогал, ни оружием, ничем. Мы это знаем. Просто были какие-то сборы от людей, которые шли нам с разных стран. Но это был мизер, ничто мы не могли сделать. Столько людей погибло, и поэтому вот так случилось. Сейчас, я надеюсь, мир услышал. После нас была Грузия, теперь Украина. Считаю, что давление идет на Молдову, Белоруссию. Вот они фактически захватили на самом деле свои объятия. Вот так идет, и Запад теперь понял, что надо бороться с этим монстром. И надеюсь, что решение проблемы будет. Она трудно будет, но будет решение проблемы. Власть, которая есть в этой империи, она не может дальше уничтожать и убивать эти народы. Они убивают и свой народ. Но, правда, их народ настолько, российский народ, русские, настолько они оказались, ну, просто, ну, скажем, под таким вот пропагандистским клише, что они даже думают до сих пор, что они правы. Это просто вот удивительно, понимаете? Здесь, наверное, какие другие меры надо принимать. Ну вот, я так думаю. Поэтому Америка, конечно, важна очень. И мы должны работать с ней и с другими странами. Вот Украина – это с тех пор вот первая ласточка, которая нас признала, которые многие говорят, некоторые не надо было признавать, там это рано признали, там это не то. Нет, как раз-таки надо было признавать. И надо сказать, что с точки зрения международного права, даже такое условное или частное такое признание тоже считается признанием. А здесь прямо сказано, что наша территория захвачена Чеченской Республикой Ичкерия, что она оккупирована. Это есть один факт. И второе, что Украина против, значит, геноцида чеченского народа, который совершает Российская империя против нашего народа. Это очень важное решение, которое принято со стороны украинского народа, и мы должны быть им в этом смысле благодарны. И недаром там наши вот, батальоны, наши ребята там пытаются как можно им помочь, чувствуют, что это их долг. Аят Баркалон, Дейресхоль за подробный ответ. Вот затронул ты про батальоны. У нас есть там 2 батальона, еще много разных подразделений есть чеченцы. Какие вообще отношения, есть ли у тебя контакты у президиума с батальоном Шейха Мансура, с батальоном Джохара Дудаева и с другими там бойцами? Да, мы имели хорошие отношения с батальоном Джохара Дудаева.
еще в 2004 году, когда там был этот 14. Мунай Иса, который погиб, наш 14. бригадный генерал. Он приезжал сюда к нам на Запад, мы встречались с ними, обсуждали вопросы всего этого, но он погиб. Видимо, там, значит, и не понравилось его действие. Он погиб с нашей точки зрения полностью на расследование, кто это сделал. Было бы хорошо расследовать это, как он погиб, что случилось. И после этого там еще оставались наши люди, ситуация там менялась, то так, то сяк. И все думали, что все же как-то мирным путем Украина может, значит, возродиться, Украина может встать и решить эти проблемы. Ну, как видим, не решается. Сейчас, вот, которые есть там вот, батальоны, и батальон шейха Мансура, и батальон Джахара Дудаева, эти два батальона, с ними мы желаем иметь, конечно, значит, контакты, и мы имеем некоторые контакты с ними. И даже когда вот этот батальон имени шейха Мансура, и они были как-то вместе, мы пытались приложить усилия, чтобы они были вместе, единым фронтом, чтобы выступали, чтобы там чеченские... И наши добровольцы, которые там сейчас участвуют, принимают в сопротивлении Украины, это в будущем наши воины, это, скажем, наша оборонитель, наша чеченская армия, она будет составлять костяк нашей армии, я в этом уверен. Там есть ребята, которые вот, понимают, а есть и много вот ребят, которые находятся сегодня в каком-то заблуждении, далеки от реальности, которая есть в мире. Реальность такова, а некоторые их просто вот пропагандой заводят в другую сторону. Они считают, что можно какими-то лозунгами там что-то как-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь на Западе много разных общественных движений и, в общем, зарубежье, которые нашу молодежь так или иначе пытается поднять для того, чтобы они, ну, снова на религиозной основе пошли туда и начали там восстановить, не деоккупировать нашу страну, не освободить ее, а чтобы там создать государство, имеется в виду религиозное. Но я думаю, что некоторые, только это лидеры, которые, у них, видимо, есть жажда или, значит, того, чтобы вот проиграли, все такое, может быть, нам вернуться, мы можем сделать. Нет, эти испытания на крови нашего народа больше не будет. Наш народ не будет их поддерживать, я так, ну, такую линию. А самое главное там другое. Если таким образом мы будем пытаться там решать вопрос, скажем, в Украине, вернее, в Чечении, то тогда это будет на руку нашему врагу, который скажет, вот религиозные фанатики пришли, захватили, все такое, и там могут, значит, снова одобрить их решение, могут одобрить ну, остальные страны мира, грубо говоря. И мы можем снова быть столько, значит, попасть в такую кашу, что в конечном итоге планы, которые сегодня выносит Москва и выносила, чтобы чеченский народ вообще выселит оттуда вдоль до, скажем, Дальнего Востока, чтобы он туда никогда не вернулся. Эти планы у Москвы есть сегодня, не сомневайтесь, кто бы там ни сидел сегодня, вот марионетки и другие. Они тоже, какие бы они ни были прекрасные исполнители, а их тоже могут также себя, значит, уничтожить. Поэтому они тоже должны понимать, что они их бьют и пока и будут бить всех нас не потому, что, скажем, мы им с ними единомышленники. Они будут бить и добиваться, потому что это империя. Для них и свои, и чужие, для них нужны только вот такие решения. Поэтому они тоже должны это понимать, и их действия, конечно, очень преступны в отношении своего народа. Думаю, что они говорят, что они спасают его. Нет, никакого спасения там не будет. Это очень тяжелый момент. Поэтому вот в таком плане, я думаю, действия наши должны строиться от реальности, отходить от реальности, которая есть на самом деле.
Реальность такова, что мы должны на Западе, и я вот говорил, что вот там, когда в Казахстане мы были в ссылке, то говорили, что надо, вот если там кто-то был. Ну, сегодня посмотрите нас, здесь, ну, грубо говоря, 1200, может 150 или 300, я не знаю. Но 350 говорят. они могли бы, мы могли бы объединиться на этой основе. Давайте объединимся. На основе чего? На основе того, что мы должны поднять имидж своего народа, опровергнуть эту ложь, на которую на нас навешено. А для этого нужно оставить эти несбыточные мечты. Религия – это есть твое мировоззрение. А делать из религии, скажем, государства, да, или, значит, это основе строить. Нигде нет в мире религиозного государства, нигде. Ну, за исключением, может быть, Ватикан, так? Мгм. Который себя наместником Бога считают. Так что это делать нельзя. Люди в этой стране могут принимать ту или другую религию исповедовать. Это свобода вероисповедания. Поэтому надо от реальности отходить. Я вот призываю нашу молодежь особенно, Кегена, не поддавать этой пропаганде. Мы должны здесь на Западе организовывать такие шествия, такие конференции, должен поддерживать легитимную власть, которая есть нашего народа. Это дело не в том, что я там, значит, являюсь Ахьят Идегов, там, полномочий представитель. Это так получилось в жизни, у каждого бывает. И у вас тоже всех будет. Это я радость особо не испытываю. Для меня это очень ответственная работа, очень трудная работа, которую мы ведем, и мы будем вести ее. Радость только в том, что вот эта вот, ну, вот эта работа досталась мне вести ее, скажем, от имени нашего народа. И мы эти полномочия. Других людей, никого здесь нету, который имеет эти полномочия. Остальные, которые вот здесь, вот если брать вот команду закаевцев, они не имеют никаких полномочий, никаких. Они прибыли сюда самозванно, так. Кстати, я сам содействовал им, сюда приглашал их, чтобы мы вместе работали. Но с тех пор ни Закаев, ни они ко мне никто не появился и занимается, связавшись с этим Березовским и с другими. И эти Березовские еще до того их прибытия к нам, вот ко мне и к моим товарищам подходили их люди и предлагали нам эти варианты, которые они предложили, скажем, так я думаю, Закай, потому что мы видим, чем он занимался. И сегодня все эти работы связаны для того, чтобы заниматься самообогащением, это никуда не идет. От этого наш народ не будет крепчать. Вот что происходит. Вот здесь происходит что-то, какие-то деньги там то, что получили, вместо того, чтобы их давать, скажем, для обороны Украины нашим батальонам, и эти там то, что вот недавно какие-то там ребята, какие-то блогеры делали, они эти деньги пустили, которые взяли для того, чтобы обеспечить наши, скажем, батальоны в Украине, чтобы они могли действовать. А мне вот слух дошел, что они обращались к ним, они отказались. Это очень и очень безнравственно. Это не патриоты. Вот что я думаю. Баркал, как раз ты ответил и на тот вопрос по поводу вот этой религиозной составляющей, которая очень сильно сейчас пытаются влиять, хотя уже мы столько уже понесли урона из-за неправильной оценки реальности, которая происходит в мире. И тогда у нас есть еще другая сторона, которая очень болезненно для нашего общества, который нам, наверное, еще век придется разбираться между собой, это коллаборанты. И вот как раз вчера у меня был вопрос такой, и все часто задают и ранее, по поводу коллаборантов, предателей. Ну, конечно же, они делятся на разные типы. Там есть по локоть, по горло в крови есть коллаборанты и предатели. Есть люди, которые вынужденно работают там учителями, там еще как-то и так далее. А учитель и там из Министерства образования все люди, в принципе, подпадают под закон о люстрации.
у нас он был этот закон о люстрации, ты мне присылал его выдержки из этого закона, я знаю, что он существует, наверное, его нужно будет как-то еще и дорабатывать, и вот в этом вопросе, по этому поводу, будет ли у нас люстрация, которая так и не состоялась у нас после Первой русско-чеченской войны, во время будет ли люстрация, будет ли амнистия для этих коллаборантов, для всех, для части какой-то, для всех быть она не может в принципе, и будет ли включать в себя закон о люстрации дополнение как психофизиологическую экспертизу, детектор лжи, так называемый детектор лжи, полиграф. Вот такой вот тебе большой вопрос. Но вот последний, то полиграф, это какое-то действие последних времен, раньше этого не было. Да, это... Но я был еще тогда, кстати, в парламенте, в нашем парламенте был этот закон о люстрации принят. И еще тогда был этот президент там Яндербиев, он тогда некоторых людей помиловал, он не хотел, чтобы этот закон действовал, я вам скажу. Потом пришел к власти Масадов, он тоже, значит, так вот, у нас было понятие такое, мы долго не были во власти, чтобы сами управляли, так? И казалось, что вот то, что он там что-то совершил, если прямо там не предал, или так неизвестно, что это не предатель. Теперь нам ясно, что это были ошибки. Я скажу, что мы совершали много ошибок. Ошибки есть, которые мы должны исправлять сейчас. И по этим ошибкам сейчас больше дальше идти нам нельзя. Если мы хотим сохраниться как народ, если мы хотим воссоздать, скажем, нашу легитимную власть, освободив нашу территорию, так, восстановить вернее. Поэтому будет ли так или нет, это уже решать новой власти, к которой мы придем туда, и которая будет, значит, принимать эти законы. Может и изменить, скажем, может быть и изменит закон о люстрации. Может быть и это то, что ты говоришь, там вот этот детектор лжи. А что им? Они будут врать очень даже спокойно. Некоторые из них там клянутся на Коране, и ничего, они, если перед Всевышним обман, то нас обмануть ничего не стоит. Мы должны по факту смотреть, по тем, и если наши вот, по законам и по нашей конституции и по законам относиться к этим людям, кто бы они ни были. Я так думаю. Будут или нет, сейчас это нам не решать. Мы не можем. Наша задача здесь на Западе это сегодня решать, пока Базия находится на Западе, решать вопрос о признании нашего государства. Я помню, как вот здесь были Восточный Тимор и другие страны, небольшие страны, которые, народы, которые были там, боролись за свою независимость, свободу. Так вот, они как здесь были? У них были целые палатки, я помню, в Женеве, потом в этом Брюсселе и даже в Париже, кажется, были тоже, где они там всю вот проводили пропаганду. У них были специальные такие известные политические деятели, ну, скажем, влиятельные, скажем, в Америке, здесь, в разных странах, где они им, как, собственно говоря, они были их работники, они платили за это, да? И они работали в этих странах для того, чтобы решить проблему этих народов. Но это они могли решать только, конечно, с точки зрения закона, конституции, и потому что они были компетентны и знали, как это решать. Вот такие люди нам нужны будут тоже, а для этого надо здесь нам объединяться и работать для того, чтобы мы могли этих людей в будущем нанять и общее решение признать. И когда Организация Объединенных Наций, вы говорили, признание Организации Объединенных Наций, а международное право не говорит о том, что Организация Объединенных Наций должен признать. Не говорит. В международном праве сказано, что
народы имеют право на это, и это как бы положение, а кто принимает, это страны должны друг друга признавать. Я помню, когда об этом шла речь, еще тогда спрашивали, вот наш признают те или те, помню, Жахара Дудая спрашивали, когда там Бутрс Гали там выступил против нас, еще его критиковал. Помню, Жахар Дудаев сказал тогда: прежде чем просить, чтобы нас признала какая-то другая страна, мы сами должны признать свое государство. Вот это и есть гарантия того, что государство наше будет. Так ответил он. И я думаю, что вопросы правильные. Надеюсь, что и Люстрация. здесь это им решать это, я говорю, новой власти решать это. Люстрация. Амнистия будет? Вообще Ну вот я предполагается? как раз и говорю про Новая амнистию, про власть будет это решать. все. Да, это же амнистии может президент и парламент применить, так? Они должны этот вопрос изучить полностью, они должны посмотреть то, как и что, и тогда решать эти вопросы, да. Так, конечно. Просто так, потому что он хороший друг, а если я или другой натворили какие-то дела, то должен отвечать за свои действия. Мы должны понимать, что нашу страну, наш народ предавать нельзя. Посмотрите, сколько у нас погибших людей, сколько людей страдает. Об этом надо думать. Я так думаю. Но Баркалай. никак вот сказать, мы не можем. Наш президиум правительства, он не может принимать законы вместо парламента или вместо президента. Наша задача, что мы сохраняем легитимную базу, мы можем передать, только мы можем передать правопреемственность нашего государства. Мы работаем в международных организациях, работаем, разоблачаем все это, делаем для того, чтобы признали наше государство. И дальше нам нужно эту работу провести и привлекать к этому, ну, скажем, остальные народы, и признание, когда будет у нас там, скажем, не одно-два признания, а будет и больше, и больше, считайте, что члены Организации Объединенных Наций нас признали, и мы можем с ними работать, и через них можем решать и другие вопросы. То есть мы должны становиться, становление должно. И только будучи, имея свое государство, имея свою страну, мы можем себя чувствовать уверенно в том, что наш народ сохранится на этой планете. И сколько народов уничтожено, сколько, значит, нет уже из Северного Кавказа и по всей бывшему Советскому Союзу многие народы исчезли. И специально их как выводили, ассимилировали. Понимаете? И нам надо об этом думать. Это самая важная задача. Что от того, что если наши дети не знают своего языка, считайте, что их дети вообще не будут знать, и они не будут уже нашими чеченцами не будут. Вот что вопрос. Мы должны над этим думать. Здесь, на Западе. А здесь идет какие-то другие вопросы. Если говоришь об этом или другом, никто не хочет из этих людей, которые вы говорите, считаться с этим, так называемые лидеры, то они лидеры в том направлении, потом в этом направлении, то им протекторат подавать, то им, значит, Горскую республику подавать, то им, значит, то подавать. И обратите внимание, все, что они не говорят, все им надо, но Чеченской республике освободить, и для этого работать целенаправленно они не хотят. Все решения, которые они принимают, я вам говорю, давайте поднимите, скажите хоть один документ, где бы они не приняли решение против нашего государства. Это было в Женеве, это было в Лихтенштейне, это было в Копенгагене в 2002-2003 году, так? Это было так называемая концепция обусловленной независимости Чечни, из которой и везде сказано, что мы являемся частью России. Как могло быть так, что эти люди, которые говорят, что мы от власти, и принимали эти документы, думают, что этим они что-то спасают. Они ничего не думали. Они не думают возвращаться. Они думают возвращаться сюда только после того, когда они, ну скажем, там все это будет забито, добито,
и если им дадут. Вот такая у них задача, с моей точки зрения, я уверен в этом, что это так. Но мы не можем, мы простые люди, и наш народ, который хочет и дальше в этом мире жить и с другими странами сообщаясь. Мы же народ, который веками живем на этом, скажем, на Кавказе. Мы должны как-то там объединиться, сделать единую конфедерацию, как мы там хотели, когда президент Гамсахурди и Джахар Дудаев говорили о Кавказском доме. Об этом, кстати, мы тоже ведем разговоры с грузинами и с другими нашими людьми. Другие все вот эти вот поползновения о том, что мы сделаем то или это сделаем, и мы пойдем туда, то это нереальные вещи в данной ситуации. Вот как Сейчас раз... надо вот этот медведь, который всех хватает, с ним надо разобраться, чтобы там власть была другая. Там нужно изменить что-то. Идти туда ее завоевывать или это нам не под силу. Мы раздразним этого медведя, говорят на Западе. Я так как понимаю это. И мы сейчас должны работать над тем, чтобы нашу территорию, наше суверенное государство, и Грузии, скажем, Украина, это понятно, само собой, Белоруссии и других территорий, чтобы их освободили, в первую очередь. И это будет хороший удар по тому, чтобы Россия, поняв, что потерпела, в России может смениться власть. Может быть, смениться. И действия Запада в этом отношении, я считаю, правильные, но пока что еще недостаточно. Как раз это и был мой тоже следующий вопрос. Здесь как раз задают, я хотел объединить эти вопросы, развалится ли фашистская Россия и будет ли гражданская война, и что мы должны делать. Мы должны ли принимать участие в этом для развала, прилагать усилия. Нет, в гражданской войне мы не можем принимать. Если мы будем принимать участие в гражданской войне в самой России, то это уже не гражданская война будет. У нас, помните, мы сопротивлялись, у нас где-то было там исламских государств каких-то, где-то человек 60 было, я помню, не больше. Даже 60 не было. Так еще какие-то там литовские чулки, связь исламский мир нас поддерживал. Никто не поддерживал, никто из них. Все исламские государства, фактически большинство, 90%, это диктаторские режимы. Они не с нашим по религиозным канонам дружили с нами, они дружили с Кремлем все. Конечно, и это Каддафи, и это Марокко, и это Египет, и Иордания, и Иран. Все дружили с кем? Москвой. Имперцы, для них религия нужна только для того, чтобы там управлять. А так между собой они дружны против народа. Совершенно верно. И вот прямо здесь человек вопрос задает, одинокий, с ником одинокий, спрашивает, что мешает в Европе нам для объединения? И можно назвать имена этих людей. Кто мешает? Можно первый ты, кто это сказал. Где ты для объединения? Приходи, я с тобой объединюсь. Давай. Одинокий, Хэшуя? Да, одинокий. Будем вдвоем. Еще наши люди. И какие у тебя мешает нам в целом? Что мешает, я скажу. Мешает то, что мы низом это Конституция 92 года и декларация нашего народа, которая принята в 90-м году, 25 ноября. Те, кто не хочет придерживаться этих двух документов и этой воли народа, то они и являются мешалками, которые мешают нам объединиться. Именно они в этом виноваты. Они выставляют какие-то другие причины, одни там, скажем, как угодно называй, если назовешь, скажешь, что их назвали. Эти говорят, что нам не нужно вообще государство такое демократическое. А что, наше государство, которое было у чеченцев, оно всегда было демократией, еще никто не знал, чеченцы жили по демократическим принципам всегда. Они там говорят, вот какой там ЛГБТ, они там принимают, это принимают. А какое нам дело до этого, если все вопросы решает наш народ сам, в нашей стране? Конечно. И место здесь, без этих разговоров, давайте объединяться. Вот кто мешает.
Вот я, допустим, скажу этому, то это как его зовут? Одинокие. Одинокий. Вот мы проводили конференции, я скажу, вот в Страсбурге и в других местах, потом даже по интернету там проводили. Вот Ираи Сулуму был там внутри, как бы внутренний этот человек, который хотел Берт сделать. А когда они сказали, что мы должны объединиться в соответствии, вот смотрите, это точно, это документ есть, это. То есть, когда они сказали, что мы должны объединиться в соответствии, значит, адатами и объединиться в соответствии с религией исламской нашей, да, и больше, то это хорошо. И там дальше написано, и больше, значит, не будем говорить, что мы предатели. Это слово не будем типа произносить, забудем это, обнимемся, разойдемся и будем мирно жить. Тогда мы сказали, если речь идет об этом, то надо, чтобы в этом вопросе, там, в соответствии религии и в соответствии адатами, то надо внести туда, мы же говорим о предательстве в отношении нашего государства. Поэтому давайте туда внесем слово предательство, рассматривать в соответствии нашей Конституции. Вы поверите, они как только это было сказано, они тут же все обрушили, и это многие известные люди. Они живут и здесь, и в Турции, и здесь, и в Европе, Австрии, других везде живут. Все там выступали, говорили, давайте, давайте. А как мы это сказали, тут же разбежались, обвинили этого Шломо Ярави, что он там их что-то там не удовлетворяет, то, что он не так себя ведет на стороне. А мы говорим, не уходи, давай продолжим. Он отказался. И также было каждый раз, как тебе сказать, не видишь или не помнишь, что там мне говорит. Вот такое дело. Да. Если они так говорят, то мы готовы, мы люди, которые от власти, мы должны придерживаться той линии, которая есть принята нашим народом. А куда мы хотим пойти? Куда, если, допустим, они, вот я говорю, они принимали, вот, наверное, слышали такая концепция обусловления за Чечню. Возьмите, поднимите, посмотрите, что там написано. Там написано не прямо, а там сказано, вы сразу поймете, что нашего государства нет, и что мы являемся частью России, и что мы должны выйти из состава нынешней России, и, мол, надо, значит, просить Путина, чтобы нас он оттуда выпустил. А зачем нам выходить оттуда, где мы не были? Мы вышли из Советского Союза, это РСФСР так же, как одна из республик вышла и с другими подписала незаконно федеративный договор и их себе подчинила. А нас она, после того, как их всех обманула в 1993 году, значит, совершила государственный переворот и новую конституцию себе сделала в 1993 году, декабре. И туда она вписала нашу республику, никого не спрашивая. Да. Это было незаконно. Тогда мы изменили название своей республики, добавили слово Ичкерия. Теперь вокруг этого слова столько идет разной, значит, споры, зачем, почему, как. Да какая тебе разница? Потому что Ичкерия – это историческое название войны, которую вел весь Кавказ, и гор Ичкерии далек и так далее. Когда мы восстановим свое государство назад, мы можем это слово убрать даже. Это уже вправе, мы можем у народа спросить. А сейчас оно уже было для этого. А где был, который это говорит сам? Никто ничего не говорит, все были согласны. Поэтому я думаю, что вот так надо нам здесь рассуждать в этом направлении и действовать. Нужно объединяться, нужно работать. А? Нужно работать каждому, где он Да, находится. работать надо, работать. Работать Вот надо. у нас есть основания, у нас есть права основы, у нас есть все, значит, у нас есть инструмент, у нас есть орган власти, которым мы должны все пользоваться, все чеченцы, все патриоты. Так называемое вот это правительство в лице вот этой
группы лиц Ахмеда Закаева и его окружения, эти люди фактически дезориентируют наше население. Молодежь, я лично был дезориентирован, я был обманут этими людьми, их деятельностью. Они имеют в каждом государстве так называемых своих представителей, потом есть какой-то совет старейшин, который абсолютно никакой, это не совет старейшин, управляется Ахмедом, лично Ахмед Закаевым, и выносят решение, то, что говорит Ахмед Закаев, ну, видимо, какие-то финансы там имеются и так далее. Как быть с этими людьми? Что делать? Эти люди Ну, с откровенно этими ведут, людьми ясно. Посмотрите, разобщают нас. это Дуо совет... докца. А? Дуо докца разобщают Да-да. нас. Посмотрите, вот они написали, значит, совет старейшин написал заявление, в котором они говорят, что они выступают от имени всего народа. Еще тогда это было. Я им еще тогда, помню, сказал, как вы можете от имени всего народа выступать? Вы что? Вы можете, вот там собралось 200 человек, и мы решили, что мы говорим от имени всех. Допустим, от меня они не выступали, от моих всех близких людей, кого я знаю, не выступали. Это просто общественная организация, и ими управляет, скажем, этот Закаев. Это Закаев, он. да, Это все люди, которые находятся у него в подчинении или да, которые находятся у него, значит, под пятой. Они ни с ним не спорят никогда. Они потихоньку, значит, потихоньку по одному, по второму, по третьему, они переходят туда, в Чечню, и там находятся в Чечне. Переходят. да, Вначале они договаривались в 2009 году, вели переговоры с парламентом кадыровским, и там говорили, мы знаем, что они, мол, Закаев заявлял, что они легитимны, и мы легитимны. То есть они себя выдавали за власть нашего народа, как будто их народ избрал. А когда их народ избирал? Никогда. Здесь еще одна вещь такая, чтобы вы знали. Я об этом писал, но хочу здесь тоже сказать. Вот говорят, что, здесь вот я читаю, что, скажем, док Умаров был незаконный, говорят. А кто тогда был законный? Док Умаров был так же законен, как был законен, скажем, Масхадов, все президенты, да, которые были у нас. Значит, вот законно был Жахар Даев, законно был Яндарбиев. Кстати, после того, как они остановились, то парламент утвердил полномочия, скажем, Яндарбиева. Потом закон был Масхадов. Потом после Масадов кто были? Эти все, они были по указу президента и по конституции законы, но они не были, конечно, утверждены парламентом, потому что парламент уже был не полномочен принимать решения. Часть перешла туда, часть сюда. Одни уехали, начали под Путина работать в Кремле. Это вот это мы знаем все. Так вот, скажем так, когда вот президентом стал этот док Умаров, я, конечно, не восхищаюсь тем, что он потом сделал. Но вопрос в том, что его к этому принудили. Вот я расскажу вам, как это было. Когда, значит, док Умаров вступил в эту должность, он назначил значит, свой кабинет министров, назначил своих людей и сказал, что некоторым надо вернуться назад, многим. С ними согласился, скажем, вот этот комитет или эта группа, которая находилась здесь, и спорил с ним в течение вот какого-то времени. Да, и они говорили, что надо вот нам перейти на шариатское правление, все такое. Так вот, в октябре месяце Закаев со своей командой вдруг заявляет, что док Умаров там принял решение и предал нашу страну за 500 миллионов долларов. Ну, все это знают об этом. да, да, это Это, известная история, конечно, было что очень он, печально. Мы не хотели, чтобы так было. Я вам скажу, что я писал несколько раз, как полномочий представитель
парламента, и президент писал, что вернитесь в конституционное поле ему. Ну и вот он написал это, и они там потом говорят, он, наверное, это сделал, потом говорят, он, наверное, это будет неправильно, а потом они вместе с Сараляповым, Мгм. которого назначал сам Закаев, председатель парламента, видите, до чего дошло? Он его сам назначал, и он, значит, А вместе потом с ним, Сараляпов его премьер-министром назначает. да, не, да, а тот его потом премьер-министр. А вначале Услуга-то Сараляпова услугу. назначил председатель парламента незаконно. Он как назначал? У него был сайт государственный, Чеченпресс, Мгм. потому что все документы, опубликованные на Чеченпресс, они законны. То есть это во всех странах так. И, у государственных сайтов, государственных газетах, что опубликованы там печати, роспись, не идут, они идут как документ. Так вот, он начал пользоваться этим сайтом, кого он назначает, кого убирать, себя премьер-министром ставить, при действующем даже президента Масхадове, который передал дело в прокуратуру. Я много раз говорил и призывал его вернуться в конституционное поле. Несмотря на это, никакие реакции не делая, зная, что я не согласен с его поведением, зная, что это неправильно, он продолжал делать вот это дело, фактически отступничество от нашего государства, которое можно назвать преступлением, и ведет эту работу до сих пор. Так вот, при действующем президенте, который еще никакие дела не совершил, он заявил, что он это совершил, привлек к этому делу Сараляпов, который подписал постановление, которым нельзя вообще отстранять. Постановление – это подзаконный акт, но там должна быть целая процедура. И этот стал как бы главой государства, а тот, значит, этот его назначает премьер-министром. Должность, которая нет в нашей стране. У нас кабинет министров возглавляет человек, который избирает народ. Это президент, это ясно. Мгм. То есть они скатились с этого, и при том в это время не было никакого, скажем, документа, ничего. Я много раз об этом говорил нашим людям. Если, допустим, вам говорят, вот мы вас вот и назначаем там, или в радио, или где-то назначаем тебя министром, допустим, сельского хозяйства. Вы же завтра не пойдете в Министерство сельского хозяйства и скажете, я министр. Вы вначале пойдете и скажете, дайте мне документ, что меня назначили. А здесь никакого документа нет о том, что, скажем, док Умаров сказал, что он сам отстранился, и ведь нигде на официальном сайте, ни на Кавказ-центре, ни в Чеченпрессе, нигде не было выступления о том, а это было выступление, скажем, в этом, как это, маршу радио. Мгм. Это как бы на свободе. Мгм. А там сидят люди, которые давно съехали с наших катушек, люди, которые там сидят, я их знаю. Они постоянно поддерживают Закаева, они вместе с ними раскручивают эту работу. Им это, как говорится, воздастся в будущем. Люди все знают то, чем занимается. И Да-да. они способствовали, и потом говорят, вот он заявил. Ну что он заявил? А где документ? Документа нету. И потом эти уже создали свой кабинет министров, все это делали, и прошел только месяц с лишним, 9 декабря, появилась, значит, доктор Умара появился не как президент, а просто как частное лицо заявил, что он создал И этот Марат Кавказ. Марат Кавказ. То есть еще до того, как док Умаров ушел, за месяц вперед, это уже стал премьер-министром, его уже уволили, если бы это было действительно их решение. То есть таким образом, ставший премьер-министром, ни Закаев, ни Сараляпов, которого он назначал. Кстати, этот Закаев мне звонил и просил меня, чтобы я сыграл именно вот эту роль, которую сейчас играет ему этот Сараляпов, или играл. Мгм. Я ему, конечно, сказал, что это не будет никогда, это нельзя делать. Мгм. А потом он Сараляпова сюда подтянул. И вот этим они занимаются. Я хочу, чтобы люди это знали, что вот такая ситуация. Это же верх цинизма, это же безграничное, ну, непонятно, как это может вот так вот быть, вот таким человеком. Мы же живем на этом свете раз, а кому это достанется?
Когда-то я Закаю говорил, смотри, Ахмед, если мы сейчас предадим, если мы сойдем с пути, в перспективе ты и твои дети, там, детей, дети, на них будет пятно. Не вздумай это дело, говорил я ему. Он знает, когда я ему говорил. А он оказался на этом пути. Сегодня этой работой он занимается, к сожалению, большому. И если они хотят вернуться, они должны признать свои ошибки и вернуться в правовое поле нашего государства, чтобы мы могли вместе работать. Какая будет от них польза, это видно. Этого они не хотят. Когда мы говорим, что действовать надо в рамках Конституции и воли нашей декларации, у них аж как будто пожар у них они отскакивают. И эти списки, кто в этих списках подписывал, это все есть. Кажется, это был 2016 или 2015 год, когда вот так они собирались, и когда услышали, что надо для БРТ вот так сделать, они вот так разбежались. Ну, я думаю, хватит на этом. Да, Аят, интересно, но эти вещи нужно по отдельности каждый этот момент разбирать, потому что многие вещи, я понимаю все, о чем ты говоришь, потому что я уже, как говорится, в теме, ну, нужно это, я этим и занимаюсь, если честно, я пытаюсь разъяснять, объяснять нашим людям. Если, Да-да. если ты не устал, мы бы еще продолжили бы. Хотя у нас лагает, у нас проблемы со связью, но звук вроде есть. Так, запись идет, в случае чего я выложу отдельно уже наш с тобой. Если ты не сильно устал, Аят, мы бы еще чуть-чуть продолжили. Я готов продолжить, потому что вы меня пригласили, я готов ответить на вопросы, которые вы Барха. задаете, чтобы не говорили, что я там скрываюсь, мы скрываемся. Нет, мы открыты для Я всех, знаю. и наша сила в том, что мы открыты. Наша сила в том, что мы открыты и говорим правду. И аргументирую это документами и Да. фактами. Все, что я отсказал, я могу, не то, что могу, это все есть в моих документах, в моих сайтах, в моих высказываниях, статьях. И документы есть, которые они сами принимают, эти люди. Да, я Так что в подтверждаю этом это. наша сила, и мы готовы говорить, да? Это открытых источников все имеется, и каждое то, что ты говоришь, подтверждаешь ты документами. Это я сам видел и читал и так далее. Ну, очень много сейчас вопросов задают, то, что было, там людям хочется знать будущее, хочется, что будет в будущем там и так далее. Но Будущее. сейчас я один тебе вопрос небольшой такой задам. Мне тут Хамзат Гилаев задает, это мой модератор, поэтому его вопрос я пропустить не могу. У нас были деньги на харш. И что с этими деньгами, где они, и как с этими деньгами, как бы, что будет с этими деньгами, где они, у кого они, Аят? Ну, по моей информации, для того, чтобы эти деньги напечатать, были тогда выделены деньги, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 6 миллионов евро. Они должны были быть напечатаны в Англии. Этим занимались там два брата, Угу. фамилии, сейчас их Вину не Шивашвили припомню. А? убили в Лондоне, убили. Да-да, двоих. Да, да. Их там, они погибли там. Потом также были изготовлены наши паспорта. Это не те паспорта, которые сейчас команда группы распространяет. На наших паспортах наш герб пятиконечные звезды, а здесь девятиконечные. Это не наш паспорт, чтобы все знали. Угу. И не думайте, что наоборот, это можно как реликвию какую-нибудь там держать, а на этом они, видимо, зарабатывают какие-то деньги, какие-то идут, это все. То есть на нашей крови, на нашей вот этой беде, вот эту всю раскручиваю, вот это, и сами раскручиваются эти люди, хотят нажиться и наживаются. Вот что. Бороться и делать все для того, чтобы решить нашу проблему, Угу. этого у них нет. Я вижу, прямо говорю. Вот такая ситуация. Но хорошо. Здесь еще был вопрос, по-моему, что якобы там в Эстонию, там что-то эти деньги были, все такое. Это было в самом начале, Угу. когда мы с Россией разорвали все отношения тогда, то Россия нас не снабжала рублем, потому что
у нас не было денег для оборота, не хватало, чтобы там денег. И тогда наши люди, значит, власть им передала какое-то количество нефти или бензина, не помню сейчас, да, и они всю оставшуюся наличность, которая была в Эстонии, так, они ее все на целом самолете, двух там, привезли к нам в банк, и вот у нас оборот этот пошел. А мы за это им дали, как говорится, нет. Это был такой момент, помню. Да, братья Эти Уци... вещи все можно потом исследовать, расследовать, поднять. Это, ну, мы помним это. Я говорю вам, что было. Да, Братья Уциевы были, да, напоминаю. Уциева, да, Да, Уциева. де Албойлиш, да, Гештольца. Да, да. Да, так, Аят, ну вот по поводу, вот у меня был тут комментарий по поводу, какую помощь, есть ли счет какой-нибудь, как бы могли бы, вот если сейчас мы организовывались бы вот предстоящему конгрессу, там, например, собирать деньги, да, на какие-либо другие нужды, есть ли счет у президиума, и как можно вообще вот организовать эту всю помощь, и если люди захотят помогать, например. Знаешь, Вот одинокий, конечно, это например, вопрос готов помогать, я хороший, думаю. да. Когда деньги там собирают, да, это должно быть прозрачно, да, чтобы каждая копейка, можно сказать, что видно было, Мгм. куда ушла и кому ушла. Здесь никогда ни копейки не угнавший я, они на меня даже целую такую развернули, это, что вроде бы там деньги украли. На самом деле это настоящая ложь, и никто со своими доказательствами не вышел. А напротив, я написал вот это все для того, чтобы опровергнуть их, все эти их ложь. И для этого есть документ, который написано мое мнение о фальшивке, которые, значит, распространяет в отношениях Яда Дигова. Вы можете почитать, оно есть в моих этих сайтах, блогах, посмотрите. И, конечно, надо иметь этот счет, так, и мы его откроем, это будет, а потом в перспективе нам нужно, вот все наши люди, которые есть на Западе, в войнах, и наши люди, и наши друзья, которые нам хотят помочь, в этом вопросе это было бы большое подспорье. И в таком случае это хороший вопрос, надо об этом думать и его прорабатывать, чтобы вопрос был решен. Да, вот Мгм. так. Ну, пока нету счета, у вас нет президиума. Нет, этого нету, да, потому что мы вначале, помню, хотели собирать деньги на счет какого-то из наших людей. То один начал там говорить, потом другой начал говорить, потом тот отказался, потом я не могу, потом здесь, значит, эти деньги решили, если когда-то собираться, то тот день, допустим, собирать эти деньги, допустим, мы решили собрать какую-нибудь там конференцию, давайте соберем кто сколько может. Вот такой пошел. А было бы хорошо, чтобы и так было, значит. Если будет какой-то счет, на него нужно посадить несколько человек, чтобы они могли, чтобы там никто ни копейки не своровал, только на дело, чтобы они пошли. И эти люди должны быть ответственны. Только так, а не скрытно. Мгм. Ну, для этого Да, есть даже вот прозрачные такие, на сайте можно делать так, что вот каждая копейка да, да, проходит, да, видно, и что это все да, можно да. проконтролировать. Тут к нам украинцы задали один вопрос, сейчас я тут его переведу с украинского. А, так, вот он. Есть возможность задать вопрос гостю. Почему не создана международная платформа по деоккупации Ичкерии? Почему и дальше не ведется работа с европейскими государствами о признании независимого государства Ичкерии и геноцида чеченского народа? Вот такой вопрос поступает. Ты Ну на вот него ответил? международная платформа, почему не создана? Международную платформу, чтобы создать, для этого нужно привлечь, скажем, какие-то международные организации или западные страны. Так? Мы могли бы на своей основе там ее назвать международной, но вот наш президиум, который работает над этим,
ВКонтакте, мы можем выставить очень много документов, наши выступления, кстати, мои выступления в Организации Объединенных Наций, выступления в этом и в Вашингтоне, и другие эти вещи мы можем выставить. Здесь вот ходят люди и говорят, вот там что-то не делать. Нет, делали, дорогие мои, пока вы здесь и не знаете, что произошло, очень много делали. Каждый раз, когда были сессии и в Женеве, и в Страсбурге, и в этом, скажем, в Брюсселе, и многими-многими людьми, и кабинета министров делали. Здесь вот в Париже проводили парламентские ассамблеи, проводили конференции. Много чего делали, много было всего этого. Но вы знаете, делали массовые митинги, шествия и в Страсбург, и в Брюссель. Люди почти каждый год шли. Но потом появились вот разного рода противники наши, которые от власти, скажем, исламских государств, и они приняли какие-то там решения, что мусульмане не имеют права там конференции собирать, пешком ходить, против вас нельзя это делать. И вот под эту, как говорится, такую вот пропаганду это начали сбивать, и их стало здесь много. Они по всему интернету начали эти вещи говорить. И в конечном потом они начали сами, но уже как бы, значит, в свою пользу. Понимаете, вот такие вещи. Работа шла. И потом, вы знаете, начали пугать наших людей, тех, кто, допустим, был в разных, на что воевал, кто был, скажем, в Буденновске, Первомайске или других местах, неважно, наших людей, значит, начали вылавливать, здесь расстреливать, убивать, преследовать людей, то есть как-то оказали давление на нас. Сейчас вопрос стоит, как нам быть в этой ситуации. Конечно, решение вопроса Украины придаст нам большие возможности, я уверен в этом. Поэтому с Украиной мы должны за нее держаться и помогать ей как можем. И там тоже есть свои проблемы, которые до сих пор не решаются. Но мы говорим за то, что нужно, мы за то, чтобы Украина, конечно же, и уверен, что она победит, у решения вопроса в Украине есть как бы ключ к тому, чтобы решать и наши проблемы. Так я думаю. Солнце свободы зайдет со стороны Украины. Да. Да, да. Этот вопрос, может, не совсем касается тебя, но ты тогда занимал высокие должности, хоть и законодательной части власти нашего государства. Ну вот вопросы задают, что у нас днем и ночью вывозилась нефть, керосин, бензин, все. Куда делись эти деньги? Почему вот люди Ну вот я сейчас у скажу вам, президиума у что нас нет денег? Такие моменты, что ежедневно вывозили все, нефть, это все, это, конечно, оно было как в ходу, на ходу было это все. Так, и если где-то я, допустим, в этом не участвовал, но я знаю, что как-то вот по поводу вот этих денег, которые в обороте нет у нас, вот когда вот эта нефть отправлялась в Эстонию тогда, я помните, говорю, тогда была специальная комиссия создана, комиссия парламентская, и туда входили там человек 8-10 членов парламента, меня туда тоже ввели, но я не стал участвовать в этой команде, честно скажу, потому Комиссия что по не хотел расследованию потом этих. это. Да. И эту нефть или там отправляли где-то там в портах или там на терминалах. Там были такие вот разговоры, что тот украл, это украл. И люди, которые занимались с нашей стороны там, да, тоже были нечестны, как я сейчас помню, так? Но это вопрос, нечестно были, что они там сделали, как. Это вопрос, который сейчас трудно через 20 с лишним лет говорить о нем. Но было такое, да. Потому что, допустим, я считал, что это наша страна, и мы ничего не имеем права здесь воровать, наоборот, должны, как говорится, своему народу. А были такие, которым это было все равно, и готовы были хоть что делать, и своровать были, и такие были. Мы же тоже народ, и среди нас есть вот эта бандитская, ворушная, значит, часть населения, какой-то процент. Они как-то активизировались,
И ведь надо думать о том, что мы только начали строить становление нашего государства. Так оказалось, что мы могли вот то сделать, это сделать там. Особенно было трудно, это когда ты это государство, вот, допустим, объявили, ее надо было, значит, построить, скажем. Мгм. Это надо было, чтобы были органы местного самоуправления, это чтобы все структуры власти, спецслужбы, МВД, чтобы были, ну, в общем, все надо было строить. А эти люди, которые там были, большинство, которые там были, они прежние были, ну, по большому счету, взяточники, вы знаете, милиционеры. Ну, 80%, я скажу, наверное, такие были, так? Или, значит, скажем, спецслужбы, которые были